XX век был веком многосторонних исследований фольклорных текстов. В XX веке было сделано большое дело в этом направлении, но, как вы знаете, чеченский народ был репрессирован в XX веке. Этот народ перенес не одно бедствие, и я хочу сказать, что чеченский фольклор по сей день не изучен должным образом, не изучен так, как чеченский фольклор этого заслуживает. Причиной этого, в первую очередь, конечно же, является то, что в 1944 году чеченский народ был депортирован и фактически объявлен вне закона. В этот период многое было утеряно в архивах и других местах. В конце концов, этот народ на протяжении определенного периода был оторван от своих дедовских корней, и это имело очень большое влияние. Во всяком случае, те христианские сюжеты, о которых я говорю, многие были преданы забвению тогда, когда этот народ был оторван от Кавказского высокогорья и на протяжении определенного времени, с 1944 по 1957 год, проживал в Средней Азии. Я хочу вам сказать, что за этот период, конечно же, многое было потеряно, многое было предано забвению. В 1995 году в Шатиле я встретил одну пожилую женщину. Это была Мзекала Абаиевна Чинчараули, тогда ей было 79 лет. Она рассказала мне события своего детства, как хевсуры и чеченские горцы вместе отмечали религиозный праздник в святилище Анаторийского креста. Анаторийский крест расположен как раз на границе Чечни и Хевсурети, вдали от Шатили примерно на 7 километров. Как видно, Анаторийский крест считался святилищем Рджулян-Урджулота, то есть святилищем верующих христиан и неверующих в христианство. Во всяком случае, так называет хевсурская старейшая женщина это святилище и еще несколько других святилищ-крестов в Хевсурете. В эти святилища приходили в гости чеченцы из Горной Чечни и вместе с грузинами отмечали религиозные праздники. Я записал несколько текстов от Мзекала Чинчараули, в том числе поэтические тексты о чеченцах. Из записанных текстов был один интересный текст, в котором описывался как раз праздник Анаторийского креста. Хевсуры фактически и по сей день называют чеченских горцев кистинцами. И вот Мзекала Чинчараули говорила, что Анаторийский крест предпочитал бачапурай, то есть кады, принесенные кистинцами, нежели быка, принесенного в жертву грузинами. Мзекала Чинчараули говорила, что чеченские горцы настолько были приняты самим святилищем, Анаторийским крестом, а дети особенно радовались приходу чеченцев в святилище этого креста. Мзекала Чинчараули вспоминала, что ее дедушка, Гиге, был худсосом, и чеченские горцы увозили его для освящения своих домов. То есть, в Горной Чечне освящение дома и эти христианские элементы еще сохранялись до 1944 года. Соответственно, конечно же, сохранилось и культслужение, такое же народное культслужение, какое имеют, например, хевсуры, пшавцы, тушины и другие. Я давеча отметил, что одной из причин этой близости было распространение христианской культуры. Вторая причина заключалась в том, что часто были миграции, как из Горной Чечни в нашу сторону, так и миграция грузинских горцев в тейпы Горной Чечни. Конечно, на это были разные причины. Самой распространенной причиной был обряд кровной мести, который действовал до последнего времени, как у грузинских горцев, так же и у чеченцев. Например, есть такие сборники второй половины XIX века,
в которых печатались фольклорные образцы народов Кавказа. Было такое издание «Сборник сведений о кавказских горцах». Этот сборник выходил в Тифлисе. В номере 1868 года есть замечательный материал о фольклорном творчестве Горной Чечни. Автором является русский исследователь Ипполитов, который изучил этот вопрос на месте. Он прямо пишет, что, например, в Горной Чечне представители рода Зумсой говорят, что их предки пришли из Хевсурети. При этом Ипполитов говорит и о других родах тоже, что их предки пришли из Тушети и Аргунского ущелья. Также в Нагорье Восточной Грузии я фактически не знаю ни одной общины, где не проживал бы такой род, предок которого не был бы выходцем из Горной Чечни или Ингушетии. Эти родовые сказания и предания живы и по сей день в этих тейпах Нагорья Восточной Грузии, в Тушете, Хевсурете и во всех 12 общинах Пшави. Что касается ритуалов чеченцев и грузинских горцев, то они, конечно, были очень близки друг к другу. Крест и святилище никогда не были закрыты для чеченцев. Во всяком случае, нам следует думать, что некоторые названия святилищ Горной Чечни и Ингушетии должны быть вошедшие именно из грузинского языка. В частности, название Ерда должно иметь грузинское происхождение. Само это слово «ерда» не объясняется данными ингушского и чеченского языков, но очень интересно, что это название там распространено. Эртинан-Корта – так называется горная вершина в Чечне. Нам следует думать, что Эртинан связывается с Георгоба, потому что, когда чеченцы направлялись в Хевсурете на праздник Георгоба, они говорили «Эртинан-Вогу», то есть «Я иду на Георгоба». Об этом пишет чеченский лингвист Ахмад Сулейманов. Он издал книгу под названием «Топонимия Чечни». За эту книгу ему даже дали государственную премию. Этот ученый скончался, но он создал довольно толстый и очень ценный труд в этом направлении. И вот там Ахмад Сулейманов пишет, что чеченцы, направляясь в Хевсурете на праздник Святого Георгия, говорили «Эртинан-Вогу», то есть «Я иду на Георгоба». Рядом с Шатили находится село Георгий-Цминда, то есть Святой Георгий. Чеченцы называют это село Иерди-Ити, это название также связывается с Иерди, Георгоба, с именем Святого Георгия. А что касается реки с грузинским названием Георгий-Цминдисцкали, то есть вода Святого Георгия, то чеченцы называют эту реку Иерди-Ихи. Так что Ерда происходит от Георгоба, от имени Святого Георгия, поскольку, как видно, буква «Г» подверглась палатализации, что является лингвистическим процессом. Буква «Г» в начале слова Георгоба была ослаблена и превратилась в йоту, в результате мы получили Ерда. Я спросил у лингвистов, и как они говорят, такие процессы в языках являются универсальными, и фактически тот же самый процесс произошел с именем Георгий даже в венгерском языке. Там также Иерди. Следовательно, мы можем сказать, что в чеченском и ингушском языках Георгоба имя Святого Георгия стало обобщающим названием святилища и получило столь широкое распространение. Я не буду останавливаться на топонимах, ведь там есть топонимы, которые содержат «жаар», что означает «крест». С крестом связывается тот же Джарегга, название села из поэмы Важи Пшавелы «Гость и хозяин».